22-й форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске стал не только площадкой для обсуждения развития транспортно-логистической системы Евразии, но и важным этапом политического диалога между двумя странами. На пленарном заседании форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил масштабное видение развития совместной транспортной инфраструктуры, цифровых логистических решений, приграничного сотрудничества, промышленной кооперации и туризма. Отдельно в ходе двусторонней встречи лидеры России и Казахстана подвели итоги торгово-экономического взаимодействия, обсудили реализацию совместных проектов, включая строительство первой атомной электростанции, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Одним из самых обсуждаемых стало заявление президента Казахстана о возможности возвращения к переговорному процессу по Украине на основе Стамбульской формулы 2.0. По мнению политолога Талгата Калиева, форум приобрел даже большее значение, чем в предыдущие годы. Казахстан остается одним из крупнейших экономических партнеров России, а Россия одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Сегодня, когда Россия находится под масштабным санкционным давлением, а привычные логистические цепочки перестраиваются, особую ценность приобретают именно региональные связи, приграничная торговля, сотрудничество малого и среднего бизнеса, локальные транспортные маршруты становятся не менее значимыми, чем масштабные международные проекты. В первую очередь речь идет о транспорте, логистике и новых международных коридорах. Сегодня Китай в значительной степени заинтересован в развитии маршрутов через Казахстан, и российская сторона также рассматривает их как стратегически важные. Главная задача Казахстана – максимально эффективно использовать свое географическое положение. На взгляд Калиева, Казахстану сегодня во многом удается превращать географию в экономику, извлекая максимальную выгоду из своего расположения между крупнейшими рынками. Также, по мнению экспертов, взаимодействие уже давно перестало ограничиваться только торговлей, оно становится значительно глубже. Высокий уровень взаимозависимости объективно не позволяет нашим экономикам игнорировать друг друга, пишет эксперт. Совместные проекты формируют долгосрочные производственные связи, создают рабочие места и укрепляют устойчивость экономик двух стран. По мнению казахского эксперта, Казахстан сегодня демонстрирует значительно более высокую субъектность в международной политике. Это проявляется не только во взаимоотношениях с Россией, но и в сотрудничестве с Китаем, Европейским Союзом, Соединенными Штатами и странами Центральной Азии. Все крупнейшие мировые игроки сегодня учитывают растущую роль Казахстана, уверен Калиев. Другая важная часть форума – личная встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который предложил рассмотреть возможность заморозки российско-украинского конфликта и возвращения к Стамбульской формуле 2.0. Это логичное продолжение той политики, которую Казахстан проводит с самого начала конфликта. Никакой неожиданности в данном заявлении нет, уверены казахские аналитики. Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование и дипломатический поиск компромисса, пишут они. При этом Жомарт Токаев предложил не создавать новую переговорную площадку, а вернуться к уже существующему стамбульскому процессу, который в свое время позволил сторонам максимально приблизиться к договоренностям. К другим новостям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе и нормализацию условий работы дипломатических миссий. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам встречи. При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России, цитата, «стратегическое поражение», сообщили в МИД. Лавров подтвердил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и привержена предложениям, выдвинутым США на встрече президента Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, подчеркнули в министерстве. Стороны также обсудили ситуацию в Персидском заливе, приветствовали контакты Роскосмоса и НАСА, обсудили условия работы дипломатических миссий и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. Встреча Лаврова и Рубио продолжалась полчаса. Накануне российский министр говорил, что планирует обсудить с госсекретарем Соединенных Штатов, который комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно, в том числе позицию США по регулированию конфликта на Украине. Глава Госдепа со своей стороны отмечал, что для Вашингтона отказ от диалога был бы безрассудным и
безответственным поступкам. Это 4-я встреча Лаврова и Рубио с 2025 года. В мае они несколько раз разговаривали по телефону. Продолжаем передачу. МИД Грузии высказал обеспокоенность решением Евросоюза ввести санкции против нефтеперерабатывающего завода в порту Кулеви. Это единственный подобный завод в стране. 23 июля Евросоюз ввел превентивные санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в грузинском порту Кулеви. Ограничения вступят в силу 25 января 2027 года, если завод, цитата, не откажется от переработки нефти Российской Федерации. Включение в список произойдет с 6-месячной задержкой, чтобы дать заводу время диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от использования российской нефти. После оценки, проведенной Европейской комиссией, Совет Евросоюза примет решение о необходимости включения завода в список, заявили в Еврокомиссии после объявления 21-го пакета санкций против России. В МИД Грузии подчеркнули, что включение кулевийского нефтеперерабатывающего завода в санкционный список Евросоюза не имеет фактически или правовых оснований. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Тбилиси в полной мере учитывает введенный Евросоюзом санкционный режим и принимает все необходимые меры для того, чтобы грузинская территория не использовалась для обхода ограничений. Также МИД заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с властями Евросоюза, в том числе к предоставлению запрашиваемой информации, и заверил, что в стране не зафиксировано ни одного случая обхода европейских санкций. Компания Black Sea Petroleum, которая принадлежит заводу в Кулеве, к концу лета, началу осени полностью прекратит переработку российской нефти, заявил член наблюдательного совета Вахтанг Чахнашвили.